В Восточно-Казахстанской области не утихают споры вокруг золотодобытчиков. Жители 10 населенных пунктов Курчумского района категорически против строительства золотодобывающего комбината в поселке Маралды. Они считают, что они наносят ущерб природе. В результате сокращаются пастбища и посевные площади. Представители компании, которая несколько лет занимается добычей золота в регионе, говорят, что их документы в порядке и работа ведется в рамках закона. Против строительства золотодобывающей фабрики у сельчан есть свои основания. Уже перекопали немалую территорию, что привело к сокращению пастбищ, возмущаются жители. Люди вынуждены пасти скот возле котлована. Эти компании перекопали все наши пастбища и не оставили места для выпаса скота. Посевные земли тоже затронули. Работа золотодобытчиков не только сказалась на сокращении пастбищных угодий, но и в целом отрицательно повлияла на жизнь. Возмущаются люди. Кстати, уменьшилось и количество рыбы в водоеме. Под угрозой река Курчум, говорят жители. Вдоль нее расположено около 10 населенных пунктов. Стоит жара, дороги села все в пыли, сложно дышать, поэтому жители стараются не выходить из дома. Дети стали чаще болеть, строительство только начинается, а уже такая ситуация. А что будет дальше, когда фабрика начнет работать? Работы будут проводить не старым шахтерским методом, а открытым способом. Это очень вредно. Поселок Секисовка близ Усть-Каменогорска пострадал от цианида. Это не должно повториться. Если отсюда начнет вытекать, то все попадет в Иртыш и нанесет вред близлежащим селам. Жители села беспокоит тот факт, что будущая фабрика находится на возвышенности села. Представитель компании заявил, что опасности нет. Это именно кучное выщелачивание. Что это позволяет? Это позволяет избежать образования хвостов. Грубо говоря, это будет руда, то есть камень, который частично насыщен этими растворами и лежит на этой куче. Однако местные жители не верят представителям горнодобывающего предприятия. Сомневаются и в достоверности документов на добычу золота. Главный геолог компании с этим не согласен. На сегодняшний день имеются 5 участков, которые мы хотели бы разведать и в 2023 году выйти также на подсчет запасов. И обязал снести. Также предприниматель должен был восстановить природную среду. Но вместо этого прямо в присутствии судебных исполнителей и представителей водной инспекции золотодобытчики разрушили дамбу таким образом, что в Курчум попали опасные осадки. Экологи уже назначили внеплановую проверку предприятия и направили жалобу в органы прокуратуры. У нас все документы в принципе есть. МИР РК. Село Маралды посетил председатель комитета Министерства экологии. Он участвовал в общественных слушаниях по вопросу выдачи разрешения на строительство предприятия. Во время 4-часового собрания жители выступили с требованием прекратить стройку золотодобывающей фабрики. Единогласно практически население выразило несогласие со строительством фабрики. Мы это своими глазами увидели. Проект находится на экологической экспертизе. И, соответственно, мы обязательно должны взять протокол общественных слушаний. И все там вопросы, которые были сняты, заданы, мы должны взять во внимание и принять решение. Решение о судьбе золотодобывающего комбината объявят в конце июля. Соответственно, его строительство приостановили на месяц. Анастасия Сулейманова, Азамат Касым, Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область, Хабар 24.